Да, но сегодня хотел бы рассказать за отраслевые решения в Сбербизнес. Доступны они для как и новых клиентов банка, так и для тех, кто с нами уже давно. Доступный функционал Сбербанк Бизнес онлайне, то есть каждый клиент может воспользоваться этим сервисом абсолютно бесплатно. Ну вообще отраслевые решения – это запуск в Сбере стал первым из всех банков. Мы встроили в Сбербанк Бизнес онлайн, так скажем, CRM-систему для разных видов деятельности. Сюда входит недвижимость, те предприниматели, которые занимаются арендой недвижимости, также сфера ЖКХ, оптовая торговля, розничная торговля, услуги и транспорт. В четвертом квартале, вот у нас сейчас к концу года готовится e-com, это те организации, которые занимаются продажей в интернете. Но я хотел бы вам сегодня рассказать за каждый вид деятельности. Надеюсь, что у нас и на территориях, и здесь присутствуют все виды бизнеса, поэтому думаю, что всем будет это интересно послушать. Первое – это розничная торговля. На самом деле, чаще всего сталкиваемся именно с этим видом деятельности. Что клиент получает? То есть он бесплатно при открытии расчетного счета подключает розничную торговлю, отраслевые решения, и какие возможности у него есть. Но первое – это аналитика показателей. То есть каждый клиент, каждый предприниматель может получить аналитику своих показателей за разные периоды. То есть это может быть месяц, квартал, год. Количество уникальных покупателей, то есть те клиенты, которые приходят к вам первый раз. Возвращаемость. То есть можно посмотреть, сколько клиентов из тех, кто пришел к вам первый раз, вернулся обратно. Также можно посмотреть выручку, средний чек. Также есть возможность сравнить себя с конкурентами. То есть посмотреть конкуренты, которые занимаются таким же видом деятельности, как вы, в среднем какой у них доход. Второе – это портрет покупателя. Это уникальный инструмент, то есть мы можем посмотреть, кто наш покупатель. То есть это пол и возраст клиента. То есть как это работает? Клиенты у нас приходят, у вас стоит торговый эквайринг Сбера, я прихожу, пользуюсь своей картой, оплачиваю у вас, и система уже может отследить, какой мой пол и какой мой возраст. Уровень затрат вообще в целом магазине, и также есть возможность получить выводы, то есть программа отраслевые решения готовят для вас инструкцию, то есть что можно поделать, допустим, в следующем месяце либо в следующем квартале, чтобы увеличить вашу прибыль. Также дополнительно по розничной торговле есть возможность открыть карту в целом России, можно отфильтровать наш регион и посмотреть, в каких районах города, на каких территориях идут большие оплаты, то есть где клиенты тратят средств больше. Если, допустим, вы захотите открыть вторую точку, где лучше это сделать. Вот, это по розничной торговле. Далее у нас идут сфера услуг, сюда у нас входит сфера бьюти, то есть все, что у нас связано с салоном красоты. Здесь есть возможность вести полностью журнал записи клиентов, то есть я часто с этим сталкиваюсь, даже когда прихожу подстригаться, то есть все ведут в блокнотах свои записи, то есть здесь есть возможность все это оцифровать и вести это все в электронном виде. Также создание ссылки на онлайн-запись и оплату, то есть вы все знаете, да, если можно зайти, допустим, в том же Тугисе, перейти и записаться к мастеру уже онлайн. Также если салон большой, несколько сотрудников, то есть возможность вести график работы мастеров. То есть формировать их график, также контролировать учет рабочего времени и анализировать их доходы. То есть можно здесь также просматривать те обороты, которые проходят по каждому из сотрудников. То есть сколько кто зарабатывает, в какие дни, также чтобы, допустим, выводить, может быть, в какие-то дни дополнительного сотрудника, либо где-то урезать и так далее, чтобы бизнес приносил большие доходы. Следующее, что у нас есть, это оптовая торговля, те, кто у нас занимается оптом. Здесь на самом деле, если брать опт, одна из самых расширенных версий, то есть здесь очень много сервисов, которые предоставляются бесплатно для наших клиентов. Это ведение клиентской базы, то есть все клиенты, которые контрагенты закупаются у нашего клиента, то есть можно вести полную базу. Сохранить коммуникации, допустим, сегодня встретились, о чем-то договорились, это можно все записать у себя в CRM-системе и потом возвращаться уже перед следующей встречей с пониманием того, что было ранее. Далее, немаловажный вообще, да, такой
проблемный вопрос – это проверка контрагентов. Часто, может быть, вы сталкивались, да, наши клиенты с этим сталкиваются, когда контрагенты бывают неблагонадежными. То есть здесь, перед тем, как работать с каким-то своим контрагентом, можно его проверить. То есть можно здесь отследить наличие долгов, судебных решений и в целом посмотреть, действительно ли эта организация функционирует. Настраивание воронки продаж, то есть анализ динамики продаж, оценить. Если есть менеджеры, которые ездят, продают организациям продукты, то здесь можно вести их рейтинг, динамик продаж и отсматривать в целом их работу. Что идет дальше? Это недвижимость. Недвижимость – это те организации, которые сдают помещения в аренду. То есть что здесь можно сделать? Это первое – автоматическое выставление счетов за аренду, распределение счетов за ЖКУ между арендаторами, контроль отклонений по оплате, создание полного каталога недвижимости, календарь налоговых событий, поиск и проверка арендаторов, такая возможность тоже есть, возможность вести управленческую отчетность. То есть также наши клиенты могут этим пользоваться. Также есть расширенная версия, то есть это проверка арендатора, заключение договора и спецусловия на дом-клик. И транспорт. Хотел бы перейти к транспорту. Это те организации, которые у нас занимаются перевозками. То есть здесь подходят те клиенты, которые, допустим, я открыл ИП, я водитель. Либо если у меня организации, у меня их несколько. То есть, возможно, я водитель и у меня еще несколько машин. То есть подходит абсолютно всем. Первое – это управление заказами. Что туда входит? Это возможность записывать все адреса, контактные данные, вес, цена по заказу. Распределение заказов на водителей, если несколько машин. Формирование первичных документов и отправка заказчику. Второе – это учет и управление расчетами. То есть есть одно окно со статусами по оплате и дебиторской задолженности. То есть также, чтобы мы где-то не записывали там кучу Excel разных, да, либо мы где-то в блокнотах это все записываем, есть возможность в одном месте все это видеть. И также, что немаловажно, это учет техобслуживания. То есть есть возможность вести учет все расходы на топливо, ремонт, мойку и так далее. А также возможно контролировать статусы по ОСАГО и КАСКО, то есть чтобы в дальнейшем не было каких-то проблем с ГИБДД, да, можно отслеживать, когда заканчивается полис по ОСАГО и КАСКО. Так, и последний из имеющихся видов деятельности, которые у нас есть, это сфера ЖКХ. Здесь есть возможность отправка жителям и сбор, обработка, учет платежей. То есть в одном приложении дополнительное уведомление для должников. А также при воспользовании этим сервисом появляется возможность оформления специального приложения, где житель сможет передать показания, оплатить квитанцию, оставить заявку и отслеживать ее статус. Также возможно получение от клиентов каких-то запросов, и эти запросы будут распределяться на всех сотрудников, которые есть у предприятия, и раскидываться на всех, чтобы они как можно быстрее отработали эти заявки. Вот, вкратце я хотел об этом рассказать. У нас также будет время, да, отдельно пообщаться. Если у вас остались вопросы конкретно по вашему виду деятельности, буду рад проконсультировать и помогу вам подключить Павел этот сервис. Андреевич, огромное спасибо. Да, коллеги, вы заметили, да, что вот раньше банк, он вообще для чего был? Ну, чтобы вот деньги хранить. Он на бюджете. А теперь банк – это просто целая структура, да, которая занимается абсолютно всем. Поэтому, да, конечно, к банкам сейчас с нашей стороны тоже завышенные требования. И все то, о чем рассказал коллега, может быть, не столько даже ошеломляет, может быть, вы знали об этом, но есть какие-то уточняющие вопросы, поэтому микрофон включен, пожалуйста. Может быть, что-то непонятно, может быть, есть какие-то варианты из личного опыта по общению. Пожалуйста, подходите, очень ждем. Пока вы думаете, у меня есть один вопрос, который поступил к нам из Мирного, я его зачитаю. Но он может быть не именно к вам, Павел, но вообще он прозвучал. Какие критерии лучше всего ставить, выбирая банк для открытия расчетного счета ИП? Это представители Мирного интересуются. На самом деле очень хороший вопрос, и часто новые предприниматели, которых мы регистрируем, и в целом приходят уже готовые предприниматели, которые хотят открыть счет. Но вообще на самом деле, наверное, посоветую отталкиваться от двух критериев.
Первое – это все же надежность. Вообще в целом Сбер всегда за надежность, потому что мы все знаем, да, и на территории республики, и в России есть случаи, когда банки по каким-либо причинам закрывались, и у клиентов появлялись проблемы. Поэтому все же нужно доверять большим банкам, тем, кто давно уже работает на рынке. Поэтому первое, наверное, о чем хочу сказать, это надежность. И второе, скорее всего, наверное, это удобство. То есть не всегда у клиента есть возможность, наверное, здесь поделю на два критерия. Это удобство в плане того, что онлайн-сервисы, как раз-таки Сбер сейчас очень активно последние годы это развивает, то есть это Сбербанк, бизнес онлайн, это другие площадки экосистемы, да, но также очень важно это доступность поговорить с менеджером. На самом деле, и мы с вами перед началом этой конференции об этом тоже говорили, что порой, когда клиент обслуживается всегда в онлайне, ему не хватает личного общения и какого-то совета от сотрудника банка, как у нас сейчас есть с вами возможность поговорить с глазу на глаз. Спасибо большое. Ну что, коллега нас не покидает, Павел будет работать с нами. Еще вопросы, пожалуйста. Представляйтесь. Это опытный предприниматель. Добрый день, уважаемые наши коллеги, партнеры, уважаемые гости из банковских структур. Меня зовут Светлана Яновна Яковлева, я врач, кандидат медицинских наук и попутно генеральный директор, учредитель медицинской клиники Яннамед. Ну, я в бизнесе работаю как бы не первый год. В принципе, вот этот Яннамед – это наш с родной сестрой, тоже мы обе врачи, это наш личный семейный бизнес. Но до этого я 9 лет работала директором, привлеченным другой медицинской частной компании. Поэтому опыт общения с банковской структурой просто огромный, я хотела бы сказать, да? Но непосредственно сначала по Сбербанку. Конечно, в начале, как говорится, той деятельности, когда я работала директором, мы попробовали работать со Сбербанком, но, к сожалению, конечно, опыт был не очень хороший, и поэтому вынуждены были отказаться от ваших услуг. Но на тот момент, возможно, были какие-то небольшие, не то что небольшие, это, конечно, банк, он давно работает, но, вы знаете, мне в первую очередь фактор того, что я перестаю работать с банками, это, простите, безобразная работа менеджеров с бизнес-партнерами. Это первое. Потому что я понимаю какие-то, вот самое привлекательное в Сбербанке, и пока, к сожалению, единственное, это ваше приложение Сбербанк. Потому что я понимаю, что где-то 80% населения Российской Федерации, согласитесь, оно сидит в этом приложении, потому что там очень огромная многогранная опция и так далее, можно охватить практически все, как говорится, категории жизненных каких-то проблем через это приложение. Просто респект по этому, как говорится, приложению. И у меня вот в связи с этим другим банком, возможно, есть такой вопрос. Чем связана вот эта особая привлекательность Сбербанк онлайн приложения Сбербанка? Только ли его монополизмом, который, конечно, мы никак не можем отрицать на российском рынке среди банковских структур, либо что еще, да, почему другие банки не могут по своим приложениям стать на такой же уровень по, скажем, привлекательности для населения. И второе, ну, я думаю, что кто-нибудь, может быть, мне еще из других банков ответит на это. Далее, у меня такой вопрос. И очень хотелось бы такое, знаете, пожелание. Вот когда звонишь, все равно же у каждого почти банковские карты Сбербанка, и пытаешься как-то дозвониться до оператора живого, но бот-оператор да так стоит на страже того, чтобы ты не попала к живому оператору, что невозможно просто, понимаете, вот связаться с живым оператором, потому что иногда бывает, я люблю живое общение, мне лучше как-то человеческим, кажется, каким-то вот разумом поговорить, чем я понимаю, что бот у вас такой, ну, пытаетесь его сделать совершенством, но все-таки это не живой человек. И вот представляете, вот другие банки это дают более-менее там через 2-3 минуты возможность поговорить с оператором, у вас это просто невозможно вообще.
Да, такие ухищрения идут этот бот, что просто невозможно, да? Это вот такое. И у меня есть такой вот ко всем, наверное, да, вот я сейчас сидела, накидывала. Не будет ли в ближайшее время доступная возможность для бизнеса среднего, малого, либо, ну, про крупный я не скажу, потому что мы вот тут сидим в основном представители среднего, малого бизнеса. Не будет ли возможности для бизнеса после того, как мы докажем свою платежеспособность, свое как бы такое устойчивое положение на рынке, снизить для нас какие-то вот эти ужасные страховые выплаты? Потому что вот эти выплаты по страхованию, по кредиту, они практически, по-моему, такую достаточно ощутимую процент занимают. Вот это один вопрос. И второй, мы недавно, год назад, прямо успели сесть в последний вагон уходящего поезда, мы в одном из наших банков взяли ипотечный кредит, ставка достаточно хорошая, успели, 11,5 на 10 лет. Мы узнавали в МСП банке, что там льготная ставка как бы рефинансирования 8%, но идет сокращение сроков до 7 лет, но при этом ежемесячные выплаты остаются такими достаточно. Мы прям практически около миллиона платим каждый месяц за вот этот кредит. Вот у меня, и практически ежемесячно вот не меняется. Да, может ли кто-нибудь из сидящих здесь представителей банков предложить наиболее выгодные условия для рефинансирования? Такой несколько шкурный, да, интерес у меня сегодня вопрос. Я думаю, что после вот собрания я могу, наверное, кому предложить и как бы дать свои контакты. У нас помещение находится в центре города, 203, первая линия, и у нас действующий бизнес. В принципе, мы и второй год уже, 2 года мы существуем, и второй год у нас выходит с плюсами. И мы понимаем, что, в принципе, это низкорисковый актив, потому что, очень такая привлекательная черта города и так далее. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Давайте, наверное, я отвечу. Да, конечно, давайте. Отличный вопрос, я себе все записал, сейчас постараюсь вам по пунктам ответить. Если брать, допустим, Сбербизнес, либо Сберонлайн, да, почему он так востребован у нас в стране и конкретно в регионе, наверное, отвечу про то, что вообще сейчас мы развиваем экосистему, мы часто об этом говорим, Сбер, экосистема и так далее. На самом деле на Сбер, как и на Сберонлайне, на Сбербизнесе очень много продуктов идет от него. То есть мы очень сейчас развиваем сильно на территории Сбермаркет. Да, вы, возможно, пользуетесь, заказываете продукты, можно заказывать хозяйственные продукты. Также Сбермегамаркет, Сберлогистик и так далее. То есть очень много на этом продукте от него идет, поэтому он очень востребован. По поводу сотрудников, спасибо, очень хорошая обратная связь от вас. Но на самом деле у нас у ключевых организаций банка есть свои персональные менеджеры. Скорее всего, возможно, когда вы обслуживались... Физически. Я понял. Окей, над этим работа ведется. У нас, на самом деле, я просто думал про бизнес, спрашивать именно по организации. Хорошо. На самом деле работа ведется. Мы часто, как сотрудники, выезжаем на обучение. Здесь у нас проходят очень часто внутреннее обучение банка, поэтому, на самом деле, с этим работа ведется. Если у вас был негативный опыт, то это очень, на самом деле, плохой звонок, но мы над этим, правда, работаем. И что я еще хотел сказать по горячей линии, которая вас все никак не направляет на сотрудника. На самом деле, я тоже недавно с этим сталкивался, звонил по своей карте. Сказать так, в защиту, да, можно. Здесь очень часто клиенты обращаются по тем вопросам и проблемам, которые может решить уже автоматизированный робот. То есть сейчас очень сильно развиваем роботов и снимаем работу с сотрудников. То есть сейчас тот робот, который вам отвечает, может решить вопрос быстрее, чем сотрудник. Но если вы хотите выйти именно на сотрудника, нужно сказать, свяжи с оператором, и он свяжет.
Хорошо, будем пробовать. Ну, я тоже обслуживаюсь по определенным позициям в Сбере, и я являюсь там каким-то элитным клиентом, у меня есть свой менеджер. Ну, то есть, как бы, да, это удобно, это бывает удобно, но я абсолютно с вами солидарна по поводу вот огромных совершенно страховых взносов, которые, я так думаю, что во всех банках, да, это был сговор против нас, и вы, если берешь там 500 тысяч, 200 тебе докидывают еще вот страховой. Это политика же, в принципе, недавняя, насколько я понимаю. Я сейчас ко всем обращаюсь. Да, но на самом деле, если мы все же про бизнес, я больше Ну хочу и про бизнес да. тоже, конечно. Если, допустим, брать бизнес, это... Да, все хорошо. Если мы говорим про бизнес, это вне зависимости ИП и ООО, на самом деле сейчас страхование, оно стало очень расширенным, и, как правило, сейчас мы стараемся подбирать тот страховой продукт, который реально нужен клиенту. То есть тот страховой продукт, который подходит либо под то, на что он берет кредит, да, либо это поможет ему в дальнейшем. То есть на самом деле сейчас с этим мы демократичны, и цены вполне себе как бы реальные.